С целью сбора информации о передвижении уйгуров, хакеры, работающие на правительство Китая, периодически взламывают системы телекоммуникационных компаний в Средней и Южной Азии. Объектами слежки китайских хакеров становятся высокопоставленные дипломаты, известные личности и народ Восточного Туркестана. Факт слежки за уйгурами, находящимися за рубежом, еще раз доказывает нарушение их прав китайскими властями. Компании, попавшие под кибератаки, располагались в Турции, Казахстане, Индии, Таиланде и Малайзии. Президент России Владимир Путин заявил, что участие Турции в G7 вполне уместно, и подчеркнул, что Анкара усилила защиту своих воздушных рубежей, купив С-400. Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Путин ответил на ряд вопросов, связанных с «семеркой». Отметив, что и на сегодня деятельность организации приносит пользу, Путин сделал следующее заявление. «Я не думаю, что международная организация, в которой не принимает участие Индия и Китай, может быть эффективна». В рамках стратегического соглашения, подписанного Пекином и Тегераном на ближайшие 25 лет, Китай выделит Ирану $400 миллиардов для нефтяной отрасли, инфраструктуры и коммуникаций. По сообщениям издания Petroleum Economist, во время визита в Пекин, состоявшегося в августе, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф передал китайскому коллеге подготовленный им план сотрудничества в рамках подписанного в 2016 году договора о всестороннем стратегическом сотрудничестве. Индия закупит у России оружие и военную технику на сумму $14 миллиардов 500 миллионов. Во время пресс-конференции Шугаев сделал следующее заявление. Начиная с прошлого года, Индия сделала военный заказ, подобного которому не было с начала сотрудничества наших стран. Мы имеем заказ общей стоимостью $14,5 миллиардов, и это на самом деле огромные деньги. Начиная со Дня независимости в Казахстане было произведено 1,5 миллиарда тонн нефти и 741 миллиард кубических метров природного газа. Об этом сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев, принявший участие в праздновании 120-летия Казахнефти, которое прошло в Атырау. Подчеркнув, что общий доход от добычи нефти составил $81 миллиардов, Бозумбаев заявил, что со Дня независимости Казахстан усердно работал над новыми проектами. И разработкой нефтяных участков, повысив тем самым свой потенциал на рынке энергоресурсов. Завершая выступление, министр энергетики сказал, что сегодня Казахстан занимает лидирующие позиции по экспорту нефти.